Привет всем! Сегодня мы изучаем языковые ачейки глагол «在». Вопросительное местоимение «нар». Предлог «在». Вопросительная частица «на». Хорошо, ребята, сейчас смотрите первые слова. 动词在，动词在，动词在，动词смысл глагол, 在. Этот слова смысл похож в или на. В это одна глагол, когда за ним следует слова логарности, и она действует как предикат предложения, она указывает на место положения кого-то или чего-то. Если одно предложение есть слова «на», обычно как этот. Одна тема и в это смысл «在», и местоположение слова. 主语加在加地点或者方位词语，主语加在加地点，键码и в или на и местоположение. Хорошо, ребята, сейчас смотрите по предложению. 我朋友在学校，我朋友在学校，我朋友，我呀朋友，我朋友，мой друг 在у mой друг у学校 школа mой друг у школе键码也不是键码是我的朋友，我朋友это键码，在学校это местоположение学校。Смотрите второе предложение. 我妈妈 моя мама. 我妈妈 это тема. 我妈妈在屋家 дом. 我妈妈在家 моя мама у доме. 家。Сейчас смотрите третий. 小狗 это тема. Собака у在где? 椅子下面椅子смысл стул 下面 под собака под стулом Хорошо, смотрите второе слово нар это одно вопросительное местоимение, смысл где. Если вы говорите и с китайский человек, вы будете смотрите слова 哪里 и 哪儿 есть одна смысл всем как где. Вопросительное местоимение нар используется, чтобы спросить о местонахождении кого-либо или чего-либо. У одного предложения есть слова нар, а обычно писать как этот. Одна тема и в и где. 主语加在加哪儿 в 在смысл у это сейчас мы уже изучали 主语加在加哪儿 тема и в и где. Хорошо, ребята, сейчас смотрите предложение. 我的杯子在哪儿
我的杯子在哪儿？我的杯子ada тема тема 我的杯子 моя чашка в где 我的杯子在哪儿 моя чашка 我的杯子在 смысл в 哪儿 где 我的杯子在哪儿 моя чашка в где но мы по-русски обычно сказаем как где моя чашка. Но сейчас смотрите второе предложение. 你的中国朋友在哪儿？你的中国朋友在哪儿？你的中国朋友在哪儿？你的твоя 中国朋友 китайский друг 你的中国朋友 это тема 在у 哪儿 где твоя китайский друг в где твоя китайский друг в где 你的中国朋友在哪儿 мы по-русски обычно сказать как где твоя китайский друг но сейчас смотрите третий например 小猫在哪儿？小猫在哪儿？小猫在哪儿？小猫 ada тема 在屋哪儿 где 小猫在哪儿？小猫 смысл голенок где голенок 小猫在哪儿？хорошо сейчас смотрите третьи слова 介词在 предлог 在слова 在также может выступать в качестве предлога, используемого перед словом местности, чтобы указать место, где происходит действие или поведение. Если одно слово есть если одно предложение есть слова предлог 在 обычно написать как этот. Одно слово и 在 и местоположение слова и глагол. 主语加在加地点或方位词语加动词。主语加在加地点或方位词语加动词。Тема и слова 在 и местоположение слова и глагол. Хорошо, ребята, сейчас смотрите на пример. Первый. 我在朋友家喝茶。我在朋友家喝茶。Но смотрите. Тема это я. 在 в 我在 где местоположение 我在朋友家家 это дом 朋友朋友家 смысл дом друга 我在朋友家 что делать глагол 喝我在朋友家喝茶 я у доме друга что я делал 喝茶 пить чай я у доме друга пить чай. Но сейчас смотрите второй, например. 他们在学校看书。Но тема это 他们 это тема 在 в где местоположение 学校 что делать глагол 看书 они в
школе читает книгу.他们在学校看书。Третий, например, 我儿子在医院工作。我儿子键码在医院 это местоположение слова 医院смысл больница 工作 работает этот одна глагол. Мой сын у больницы работает. Мой сын у больницы работает. Хорошо. Сейчас смотрите четверг слова. 疑问助词呢？疑问助词呢？疑问助词呢？Вопросительная частица «н». У другой урок мы уже изучали «н», но сегодня мы будем изучать это слово другой смысл, что хорошо. Вопросительная частица «н» используется у конца предложения. Спрашивает о местонахождении кого-либо или чего-либо. Но если одно предложение есть слова «н», обычно как этот написал.主语加在哪儿加呢 или 主语加呢 Ребята, смотрите, этот 主语 в смысле тема 在 мы уже изучали в 哪儿 тоже изучали где 加 слова вопросительное слово частица 呢 主语加哪儿 主语加在加哪儿加呢 тема и в и где и слова «н» или тема加«н». Но, ребята, сейчас смотрите, например, первый 我的小猫呢 我的小猫呢 этот похоже этот 主语 и «н» тема и «н» 我的小猫 это тема «н» это 主语加«н» тема и слова «н» 主语 и вопросительная частица «н». 我的小猫呢 «н» в смысле где 我的小猫 моя котика хорошо сейчас смотрите второе предложение 我的杯子呢 это слово тоже писать как этот тема и «н» тема 我的杯子 это тема 我的杯子 моя чашка «н» это предложение смысла где моя чашка но сейчас смотрите третье предложение 他在哪儿呢 этот слова написали как этот 主语加在加哪儿加呢 тема и в и где и «н» 他 это тема 在смысл в 哪儿 где 主语и в и где и вопросительная частица «н» 他在哪儿呢 это предложение смысл где он хорошо ребята это что мы нужно изучали сегодня все пока